Добрый день. Меня зовут Павлов Василий Климович. Я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия. И у нас каждый месяц мы проводим вебинар по интересным темам, которые волнуют наших представителей региональных отделений Малой академии наук, ребят, которые будут потом в этом направлении или желают работать. И фактически это имеет еще и такое профориентационное у нас значение. И сегодня мы будем говорить о современной медицине. Но мы знаем, что медицина, она всегда была, и с древних времен люди занимались разными медицинскими манипуляциями, потому что люди всегда болели, это часть нашего бытия, и можно сказать, что в древние времена люди были довольно здоровые, но одновременно, наверное, и очень больные, да, так сказать, потому что здоровые были физически в плане того, что много бегали, и у них не было так называемого феномена гиподинамии, но одновременно огромное количество разных вирусов и болезней, у которых не было никаких возможностей вылечиться, излечиться. В это время было очень таким большой опасности для людей, и средний возраст древнего человека, может быть, доходил до 25, до 28, 30 лет. Ну и, соответственно, медицина шагнула вперед со времен, как мы знаем, Галена, да, так сказать, Гиппократа. Люди пытались понять, что находится внутри, каким-то образом коррелировать то, что происходит в органах человека, с тем, что может быть связано с внешними проявлениями. И всегда некоторые люди думали, что все в человеке должно находиться в определенном балансе. Особенно это было присуще китайским специалистам древним, которые думали, что человек – это совмещение разных ци или каких-то жизненных сил, которые должны находиться в равновесии. И, соответственно, люди, когда начали изучать, да, давайте попробуем вспомнить Парацельса, да, так сказать, очень известных людей, которые занимались тем, что смотрели внутренние органы человека, пытались там сделать что-то интересное, понять там, как все это работает. И таких людей, как Авиценна, да, которые вобрали в себя всю греческую мудрость и пытались все это тоже доказать. Но болезни мы воспринимали как большой феномен, и практически феноменом мы обозначали, например, синдром, да, так сказать. То есть то, что там внутри находится, этого черного бокса, мы не знали. А сейчас, как мы уже знаем, да, медицина сделала невероятный прорыв. Почему прорыв? И это очень хорошо доказывается. Если мы берем 1900 год, людей на нашей планете было всего 1 миллиард. Да? И сейчас нас больше 7 миллиардов. Даже я думаю, что 8 миллиардов – это где-то средняя цифра, которую мы обычно знаем. То есть число людей увеличилось многократно. Да? И это, я все-таки думаю, благодаря достижениям медицины. Да, естественно. Мы стали все знать очень много про нас, и особенно с тем, что у нас произошли невероятные прорывы в области генетики, молекулярной биологии, то, что называется биотехнологии. То есть мы вошли в ту часть, которая раньше была для нас не видна. То, что поразило воображение Левенгука, да, когда он начал испытывать, изучать своим маленьким инструментом микромир. То, что раньше Галилео нашел в огромных космических телах, люди стали смотреть еще глубже и наоборот, да, так сказать, обнаружили целый огромный мир. И в этом мире действительно человек представляет собой огромную вселенную, в которой находятся триллионы клеток. Они все взаимодействуют. Непонятно, каким образом они с друг другом коррелируются. И это феноменальный тоже феномен современного мира, который мы узнаем, да, каждый день. И когда, например, люди говорят, да, мы изучаем наш мозг, используют там разные приборы, да, раньше вот использовали зонды, да, электрические. Фактически можно себе представить, да, головку вот этого очень-очень тонкого зонда может быть соразмерно, да, футбольному полю. А то, что они исследуют, это меньше головки иголки, да, в этом футбольном поле. И люди думали, как же вот какая взаимосвязь между ними, да, так сказать. То есть наши инструменты были невероятно грубыми. И обычно
как мы знаем, да, так сказать, медицина нашла по такому пути, что кувалдой, да, буквально что-то разбивается, и мы думаем, да, как это вылечилось. Мы не знаем, какие эффекты, какие внутренние изменения произошли, какие затронуты были биохимические процессы, огромное количество этих процессов, в которых взаимодействует большое количество белков, клеток, все вот это взаимодействие мы не знали. И сейчас мы входим в этот мир, только входим на самом-то деле. Это то, что говорил в свое время Ньютон, когда он говорил: я только маленький мальчик, который сидит рядом с огромным океаном и бросает камешки, думая, что он немножко что-то узнал. А на самом-то деле перед ним лежит огромный океан. Океан неизведанного. И мы вот заходим в этот океан сейчас, да, и разные у нас есть методы, способы и прочее. Но самое важное, что мы пытаемся это изучить, и, ребята, для вас интересное настало время, когда вы можете в этом участвовать. И сегодня я представляю очень интересных здесь гостей. Во-первых, я хочу передать сперва, значит, слово нашему замечательному гостю, хирургу по профессии, да, кстати, он кандидат медицинских наук, Петр Неустроев, который очень давно начал заниматься своим любимым делом и сейчас фактически возглавляет несколько интересных проектов, очень инновационных проектов, которые как раз относятся к современным прорывам в медицине. Да? То есть он интересуется проблемами агументированной реальности, проблемами искусственного интеллекта, проблемами роботизации в медицине. И все эти новые совершенно направления, новые отрасли индустрии медицины могут быть настолько плодотворными для того, чтобы вылечить людей не только, да, так сказать, но и фактически могут сделать абсолютно феноменальный шаг для развития современной медицины. И это возможно, потому что мы стали частью огромного мира. Вы часто ездите, да, так сказать, встречаетесь с большим количеством людей, которые вовлечены в этот процесс, да, так сказать. Расскажите, пожалуйста, как все это началось, да, и как можно стать участником этого процесса, да, и что в современной медицине такой, да, так сказать, инновационной важно, да, так сказать. То есть важно начать процесс, да, может быть, здесь. Да, так сказать, важно начать процесс, важно этим заниматься, важно быть частью большого сообщества. Пожалуйста. Спасибо, Василий Климович. Вообще, начну немножко с того, что очень правильно сейчас сказали, что мир изменился. На самом деле все идет намного лучше. Может быть, кому-то кажется, что там в древние времена, там, ну, упрощенно в нашей Якутии, например, иногда я слышу такие фразы типа «мы были здоровее, было все лучше». Это абсолютное вранье, потому что летальность была просто феноменальна. Все прекрасно знают 20 детей и 3 выживших, скажем, да, у женщин среднее количество такое. То есть, получается, это была летальность 70-80% всех новорожденных детей. Сейчас смерть роженицы – это ЧП такого федерального масштаба, за который просто ужас происходит. Такого сейчас нет вообще, в принципе. Или, например, даже далеко ходить не надо, там обычный калькулезный холецистит, да, вот во времена моей бабушки, у меня бабушка хирург, Матрена Галина была, она в ее времена летальность там от калькулезного холецистита достигала 20% от всей летальности клиники. Сейчас это какие-то 0,0. То есть это очень показательно, что у нас на самом деле жизнь, во-первых, удлиняется, во-вторых, мы уже начинаем с таким ужасом смотреть, ой, кто-то там в больнице умер и так далее, вот, ой, от опухоли. Раньше от раков там печени, например, никто даже и не думал, что их можно было спасти, и поэтому все считали, что они как бы должны умереть. Как-то это вот так происходило. Поэтому абсолютное заблуждение, когда говорят, что раньше было лучше. Ничего подобного. Медицина, вообще технологии шагнули просто такими, скажем так, тысячными, миллионными шагами вперед. И мы сейчас не должны отставать от мировых трендов, и вообще нужно идти строго, жестко в такой связке. Почему это так? Потому что вот есть такая очень хорошая фраза, которую я услышал, я не помню где, на одной из больших конференций, когда говорили, что до 1990 года хирурги все были одинаковые и лечили, скажем так, с помощью своих умений, то есть были артисты, да, то есть хорошо выступает
значит, хорошее лечение. А после 90-го года это уже изменилось. Нужны технологии. Без технологий, к сожалению, какой бы там был доктор умный, хороший, там, я не знаю, там, изо всех сил старающийся, ничего не получится. Поэтому обязательно нужно в эти тренды входить. И еще перед тем, как вот включить презентацию, я немножко расскажу о вообще мировых стартапах, о мировых технологических вещах, сколько там денег вложено и так далее. Прежде чем это начать, я хочу сказать, что на самом деле мир очень и очень, скажем так, пронизан между собой, он очень связан. Нет никаких, скажем, стран. То есть нет такого, что вот это вот чисто американское, вот это вот чисто российское, вот мы сами там, только мы, только у нас это возможно. Это вранье, опять же. Это жестко консолидированный и очень между собой связанный мир, и невозможно, скажем, эти цепочки разорвать. Если эти цепочки рвутся, то, к сожалению, страна превращается в Северную Корею. Это, например, вот яркий пример, скажем, автомобильная промышленность и медицина в том числе. Это мы четко знаем, потому что в каждой больнице России, в том числе, там, не знаю, в каком-нибудь далеком селе, там, скажем, как Оленек, например, стоит установка лапароскопическая от Карл Шторц, например. Это всемировая, это не немецкая компания, это мировая компания, которая поставляет и в Бангладеш, и в Зимбабве, и в Россию, и в США, и в Англию. У всех одинаково, жесткая стандартизация происходит. И чтобы здесь успеть, и чтобы здесь каким-то боком занять какой-то процент, нужно очень сильно работать, очень сильно развиваться. Нам еще сложнее, потому что нам еще быстрее нужно бежать, чем в больших странах, скажем так. Поэтому вот такая вот сейчас обстановка. Сейчас можно, да, презентацию включить? Коротенько я хочу просто показать самые такие важные тренды, да? Значит, что такое? Объем рынка. Объем рынка я взял сейчас только медтех, без фармы. То есть фармпрепараты мы не взяли в этой презентации. Это 1 триллион. 1 триллион. Это очень и очень... 1 триллион долларов. Да? Это очень большие цифры. Вообще в мире первое – это биотех, медтех по количеству инвестиций, по количеству денег. Потом идет космос. Так, не крутим. Как структура? Структура по выручке. Это 2019 год. Фрод Салливан. Северная Америка, конечно, 39,4. Европа очень сильно догнала, но чуть меньше, чем Азиатско-Тихоокеанский регион. В Азиатско-Тихоокеанский регион входим мы. И где-то около 7% Латинская Америка, 5% остальной мир. Да? То есть вот тут сразу видно, да, что, куда, зачем вкладывается. То есть Северная Америка, конечно, это жесткие вложения. Вообще все технологии, абсолютно все. 99% это США. Почему? Потому что там венчурная культура очень сильно развилась. Они очень сильно вкладывают, там очень много инвесторов, очень много денег, и поэтому все компании идут через Америку. Это сложилось не вчера, не позавчера. Это было еще в 1900-х годах, когда, скажем, маленький пример, Хайрем Максим не смог свой пулемет толкнуть в Великобритании, да, поехал в США, и появился пулемет Максим, который вы знаете все, наверное, скорее всего. Объем рынка технологий в сфере здравоохранения вот такой вот рост. То есть 1 960 000 000. Вот такими шагами примерно растет. Теперь вот по стартапам. Да? Что такое стартап? Стартап – это не означает, что это молодые дети, которые там увлеченные какой-то идеей что-то делают. Нет, ничего подобного. Стартап – это просто новая компания. И там могут быть и опытные предприниматели, и вообще и доктора, там, скажем, и какие-то большие институты, университеты, целые кластеры. Это все равно стартап. На примере стартапов в области медтеха вот очень четко видно, да, вот это Европа. Мы про Америку ничего не говорим. Конечно, там всегда много. На первом месте Великобритания, Финляндия стоит на последнем месте. К сожалению, у нас здесь нет. И вот здесь нам нужно очень сильно поработать, чтобы мы на этой карте хотя бы вот ближе к Финляндии подошли, чтобы у нас... Хотя суммы очень маленькие, смотрите, 45 миллионов долларов всего лишь. И то мы не можем никак в это зайти.
России, вот в России что у нас? В основном это кластерное Сколково. Какие у нас такие вещи, которые, в принципе, нормальные деньги поднимают? Это вот моторика знаменитая, да, или Чеха. Иван, мы же видели, да, как они там развиваются, как идут вперед. У них целая экосистема для протезирования потерянных органов, точнее рук и ног, да, экзоскелеты. Вот 200 миллионов они получили вот недавно с фонда прямых инвестиций. И вот смотрите, их как мало, да, то есть получается мы сразу видим раз, два, три, четыре, пять, там 6, вот Боткин, да, медицинские изображения рентгеновские. И все. Вот это вот очень тяжело, потому что биотех – это очень тяжелый такой бизнес. Это, например, создать компанию биотехи – это очень дорого, долго, и нужно очень много умений. Компания лидеры вот в медтехе. Вот тут я немножко пару слов расскажу еще, да, чтобы люди понимали, чтобы дети понимали, что происходит в медтехе. Есть такое понятие технологические хабы. Технологические компании, большие корпорации, так называемые, они уже превратились, не вышли из уровня компаний, они стали, по сути, экосистемами. Это такие компании, как Medtronic, Abbott, Philips, Johnson Johnson, например, да, там, Boston Scientific. Вон внизу у нас там Baxter, General Electric, да, Stryker. Это все компании, они уже не компании Соединенных Штатов. Они имеют головной офис, они компании везде, они и в Зимбабве такие же, Abbott везде лаборатории, да. Поэтому нужно понимать, что это вот такие вот корпорации, они двигают мир, и они сейчас, получается, все стартапы в какой-то мере все равно вливаются в экосистему этих компаний. Например, Medtronic в прошлом году, несмотря на пандемию, купил около 300 стартапов с общей мощностью там около 2 миллиардов долларов. Это просто покупки, не считая того, чего они инвестировали. Поэтому если кто занимается такими проектами, нужно понимать, что если у вас очень хорошая идея, вы знаете, куда идти и как туда идти, я хочу сказать, что это можно, это возможно. Не обязательно поглощать весь мир и открывать точки. Там, это не пиццерии. Нужно сделать, вывести в мир технологию, показать, что это правильно, это круто, это может привести к каким-то определенным успехам. Тогда вот эти вот корпорации, они, по сути, скажем так, забираются. Но это очень круто. Это нельзя думать, что это плохо. Это большие деньги, во-первых. Во-вторых, это ваша идея, ваш продукт появится во всем мире. Вот это вот очень важно. Такая вот короткая презентация про стартапы в медицине. Так что, ребята, занимайтесь, идите вперед. Ну, у меня, наверное, все. Очень интересно, да, потому что действительно мы говорили о экосистемах, да. Почему-то где там Сан-Хосе и прочее, да, так сказать, очень много, например, медицинских компаний, которые занимаются, да, так сказать, Калифорнией. Почему именно там? Вот вопрос такой, да, так сказать, что послужило тем, что в Калифорнии сложились такие невероятные хабы, да, медицинского исследовательского направления и особенно вот стартапов медицинских? Ну, это абсолютно объяснимо. Тут нету никаких, скажем, таких тайн, да, каких-то. Это Стэнфорд и Беркли. То есть всегда любые экосистемы тянет универы. Без универов это все просто бессмыслица полная, потому что откуда будут стартапы брать народ? Где будет консолидация молодых ребят, которые находятся в самом-самом начале развития, скажем так, такого подъема, жизненного подъема? Скажем, в таком регионе, там, где вы добываете нефть только, да, например, и нет университета, есть только рабочие, скажем, там не будет никаких стартапов, никогда. В принципе, это абсолютно... Или там агротехнологии, там, где только, скажем, садят рис и собирают рис. Их там тоже не будет. Всегда привязываются к каким-то большим университетам. Потому что там есть наука, там есть экспертиза, и там есть необходимые вот дети, которые учатся и в будущем делают такие вещи. Поэтому сейчас очень отрадно, что, в принципе, у нас Северо-Восточный федеральный университет очень активно
пытается заниматься всем этим. И нужно этим заниматься обязательно. Нужно меняться, идти вперед и именно создавать экосистемы вокруг себя. Потому что только тогда будет что-то возможно. Без этого вообще просто ничего не будет. Не надо полагаться на какие-то отраслевые компании типа Алроса там, и так далее. Не надо вокруг них ходить. Это мое личное мнение. Отраслевые компании, занимающиеся особенно недропользованием, это строгие, жесткие корпоративные компании. Они не будут ничего делать. Ну, даже если они захотят, это для них невозможно сделать. Надо кумулироваться вокруг университетов. Только вокруг университетов. Вот такое мнение у меня. Еще вопрос такой, да, у меня, значит, такое представление, что Россия это все-таки очень страна научная, во-первых, потому что наука здесь имеет очень сильные традиции, она давно развивалась, скажем, 18 век, 19 век и, естественно, 20 век это были веком научного прогресса, особенно в России. И, допустим, великие ученые наши, да, так сказать, Илья Ильич Мечников, да, так сказать, Сеченов и Пирогов, естественно, да, так сказать, создали свои научные школы, свои медицинские школы. И у нас были созданы такие фактически медицинские университеты. Да? И когда они создавались, когда они были уже, как говорится, в своем там зрелом, да, так сказать, таком прайме, да, возрасте, Стэнфордского университета фактически не было, да, так сказать. Вот как произошло так, что они сделали такой прогресс, да, так сказать, а мы все еще догоняем? Ну, тут уже как бы пошла чисто импровизация, ну, с моей стороны. Это мои личные мысли. Ну, я так думаю, лично думаю, что в тот момент, когда произошла технологическая революция всемировая, это появился компьютер 1985-2000 года, когда все пошло в цифровизацию и геометрической прогрессии начали расти все технологии. В этот момент у нас был как раз-таки развал Советского Союза. У нас было не до этого. У нас не было никакого рынка, у нас не было денег. И, к сожалению, университеты в тот момент просто упали. И все лучшие ребята, вот первая волна миграции, это как раз 1991-99, да? 97. И если вы хорошенько посмотрите всех там топовых таких людей в этих универах, таких хедлайнеров, этих больших проектов там, и так далее, то вы увидите, что 25% это наши сограждане, которые, не найдя в своей стране, скажем так, применение своих знаний, они уехали в различные университеты. Вот такое вот мнение. Ну и, соответственно, это означает, что благодаря совершенно новым, да, технологиям поле игры, оно становится немножко, скажем так, уравновешенным. Да, может быть, потому что мы действительно можем сделать какие-то скачки, потому что примерно все игроки находятся в одном и том же уровне, потому что направления новые, да, так сказать, абсолютно новые индустрии, понятия, понимание того и какие инструменты, да, мы это используем. И поэтому здесь есть шанс для нашего университета, Северо-Восточного федерального университета, сделать такой большой прорыв в этом направлении. И, соответственно, у нас были сделаны, да, определенные попытки. Например, существует Арктический инновационный центр. Здесь у нас очень замечательный человек Иван Троев, который является таким серийным, скажем, изобретателем, да, во всех направлениях, начиная от мыла, заканчивая там биткоинами и прочее, всем, чем можно, да, так сказать. Но одновременно это человек, который исследует проблему долгожительства, да, так сказать. Вот то, что он сейчас делает, да, так сказать, это может стать действительно прорывом у нас в нашем университете, да, то, что он занимается, это называется регенеративная медицина. Да, и, соответственно, мы думаем, да, что человек может создать свои органы, может, да, соответственно, их восполнять, заменять и прочее. Но если, особенно вот та часть работы, которая у вас связана, например, с печенью, да, с тканями печени и прочее. Значит, Иван Троев, он директор замечательного вот этого нашего, скажем так, инструмента развития, да, это Арктический инновационный центр. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, мы достигнем все-таки долголетия, да, с помощью вас? Как это все будет происходить? И какая роль будет в нем юных исследователей, которые придут к вам исследовать все это?
Ну, на самом деле вопрос непростой, да, просто так сказать нельзя, достигнем ли мы долголетия, да. Ну, установлено, что возраст 90+, это все-таки генетически детерминированные, да, факторы, да, то есть обусловлено нашей генетикой, когда как, допустим, достижение 80+, да, возраста 80+, в принципе, в этом играет большую роль там образ жизни, да, характер питания и так далее, да, вот и, собственно, допустим, и иммунитет в том числе, да. Вот. Регенеративная медицина как область знаний, да, она возникла, ну, считается молодой, конечно, да, но на самом деле это она имеет начало с далекого 1909 года, да, с открытия, с первого описания стволовой клетки как таковой, да, российским гистологом Александром Максимовым. Он официально об этом опубликовал, ну, заявил на Берлинском форуме гематологов, да, на Берлинской конференции гематологов. Вот. И с тех пор вот начались такие вот исследования стволовых клеток, да, вот их характеристика. Он их обнаружил в крови, да, вот он их дифференцировал от лимфоцитов, охарактеризовал, да, и дал ему такое описание, что в принципе стволовая клетка имеет такие вот ключевые особенности, да, вот меняться, дифференцироваться вот в разные виды органов и тканей, да, ну, в пределах, может быть, своей принадлежности к определенному виду тканей. Вот. Следующим этапом становления, да, развития области регенеративной медицины, ну, лично я, например, да, может быть, там коллеги поспорят либо подтвердят, да, связываю с открытием феномена редифференцировки. То есть репрограммирование клеток, да, то есть за это двое ученых в 2000, в каком году было? В 2007 году было, да? 2000, в 2006 году они сделали открытие, Нобелевскую премию им дали, ну, в этом, ну, примерно в 2007 или в 2006 году вот они получили Нобелевскую премию, то есть японские ученые Шунея Яманака и с английским исследователем Джоном Гёрдоном. Ну, Джона Гёрдона мы знаем по овечке Долли, да, вот за клонирование овечки Долли, да, вот, Шиньи Яманака, вот он внес вклад в изучение именно генов этих трансформации, да, клеток, ну, играющих роль в обратной дифференцировке клеток. Суть в чем? Да? В том, что любую клетку, ну, грубо говоря, да, там механизм на самом деле сложный, да, вот, но, грубо говоря, любую клетку можно превратить в любую другую клетку. Вот. И, собственно, это открывает возможности для ученых, изобретателей, исследователей в этой области, ну, в общем, играться. Ну, своего рода он создает, ну, я называю это песочницей, да, вот. Ну, в принципе, у меня была презентация, я скидывал, да, ну, можно, в принципе, ее не включать, но она довольно старая. Я там показывал искусственные органы. Это была моя рабочая презентация для детишек, когда-то для фестиваля науки мы несколько раз, но она на самом деле 3-летней давности, когда в последний раз мы проводили массовое мероприятие. Вот. И там есть такая вот схема. Ну, школьники все изучают на старших классах, наверное, да? Вот, если вы вспомните гистологию, там этапы вот складывания, да, зародышевых листков и вот образование органов, да, у зародышей. И в принципе если вы эту схему понимаете, то вы знаете, что все происходит от одной клетки. Ну, той патентной яйцеклетки, которая вот оплодотворена, да, вот оплодотворилась. И после там нескольких этапов деления она обретает статус там плюрипатентной. Вот. И оттуда начинает там уже появляться, ну, вот, все ответвляется на разные вот зародышевые листки, откуда появляются ткани и органы. В принципе, суть технологии в том, чтобы вернуть в это состояние исходное, в это исходное состояние. Ну,
если начнете изучать клеточную биологию, вы поймете, что, в принципе, вот подтверждая ваши слова, да, что человек – это целая вселенная, человек – это целое государство, что все клетки действительно, они между собой взаимодействуют, они отличаются друг от друга, и у каждого есть своя роль. Вот, и у каждого своя роль. И клетка рождается, учится, получает свою специализацию, как мы, допустим, проходим школу, вуз, там, институт, учимся, получаем специализацию и получаем какую-то определенную роль, выполняем. Да? Точно так же в нашем организме все происходит. Это я вот для детишек простыми словами рассказываю. Вот. И мы это делаем в лабораторных условиях, грубо говоря. Ну, вообще, конечно, если еще один пример привести, да, вот если вот показать вам, визуализировать, да, сколько, какой масштаб и какая разновидность клеток в организме человека, то вот, допустим, в школе вы понимаете, что в крови, допустим, есть там эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, да, вот, и все, этим мы ограничиваемся. Поступая в институт, например, в медицинский институт, да, вот, вы на начальных курсах понимаете, что есть и Б-лимфоциты, есть Т-лимфоциты, потом, оказывается, чуть более на старших курсах, когда начинаете изучать иммунологии, вы оказывается, что Б-лимфоцитов, этих классов Б-лимфоцитов, их великое множество, там всякие эти хелперы, киллеры, да, вот цитотоксические Т-лимфоциты и так далее, их великое множество. И после вуза, когда, допустим, вы подробнее изучаете уже иммунологию, клеточную иммунологию, Б-лимфоцитов больше сотни, например. Вот. Их мы различаем, допустим, фенотипируем, ну вот комбинацию, допустим, поверхностных антигенов, да, вот. И вот на этом классическом примере, на обычном примере, мы тут понимаем, что вообще видов клеток великое множество. Ну вот клеточная биология этим занимается, да. Но вот просто представить это, конечно, сложно, да, но если этим заниматься, то на самом деле ничего сложного нет. Все технологии сейчас известны, вот, и есть команды, которые этим занимаются здесь, в Якутске. Да, вот Владислав Амирович, например, давно руководит лабораторией, где, в принципе, да, вот сейчас лаборатория занимается культивированием, репрограммированием клеток, да, вот и мы занимаемся данными технологиями. Вот. А что касается долголетия, у нас несколько проектов есть в этой области. Да, мы в этом году стартуем, кстати, проект по изучению ну вот здоровья, там, да, физиология и, ну, скажем так, клеточной пролиферации, да, вот индексов пролиферации клеток, это клеточного деления, особенности деления клеток, взятых у пожилых, да, с возрастом 90+, а они у нас есть в Якутии, да, в Якутии. И в 2017 году вот была официальная публикация Министерства труда и там, социального развития, да, вот так называлось министерство, у них был официальный доклад, что долгожителей 90+ в Якутии было 1400. Вот. Это очень большое значение, да, вот, и более того, мы являемся регионом, где много относительно таких вот изолированных популяций, да, вот, национальности якутов и венов, это вот вызывает очень большой научный интерес на самом деле. Угу. Вот, ну, этот проект на самом деле в качестве, ну, в формате просто таких вот медицинских исследований, да, вот, ну, таких вот обычных клинических, да, он есть, он продолжается, да, вот и сейчас мы просто к этому подключаем наш клеточный анализ. Угу. Вот. Ну, а что касается вот нашего проекта, да, вот он на самом деле наш совместный, да, вот мы все вместе втроем здесь сидящие начинали, и я надеюсь, что продолжаем. В этом году мы берем небольшую паузу, потому что ждем патент. Мы в прошлом году отправили две заявки на 2 патента российских. Вот, и проходим экспертизу по существу. Проект посвящен разработке экстракорпоральной печени. Да, это
разработка плазмофильтра – это как искусственная почка. Да, искусственная почка, где отделенная от клеток плазмы крови пациента проходит очистку, проходит через этот плазмофильтр, это фильтр, да, вот грубо говоря, и проходит очистку физическую, химическую, сорбционную, плюс с биологическим элементом. То есть новизна проекта кроется именно в этом, в особенности контакта плазмы с живыми культивированными аллогенными клетками, то есть чужеродными клетками, когда как в большинстве, допустим, аналогичных технологиях опубликованных используется аутологичный материал, да, то есть свой собственный материал, свои собственные клетки. Тут мы такую особую сеть разрабатываем, да, вот, где в принципе можем использовать аллогенный материал, аллогенные клетки. Вот. Ну, ладно, суть пока патент не получили, сильно раскрывать не буду. Вот. Но технология позволит, по крайней мере, тем пациентам, которым назначена пересадка печени, да, как единственно возможный способ там, терапии, да, лечения, хотя бы дождаться. Да, вот, потому что, ну, вот коллеги, может быть, подтвердят, да, вот такая ситуация, допустим, достаточно тяжелая, да, вот что, ну, бывает так, что пациенты просто не дожидаются. Вот, очередь-то большая. Мгм. Ну, кратко так. Вот. А что касается Арктического инновационного центра, да, вот, это центр трансфера технологий в университете. Мы охватываем все направления, не только медицина, там все-все. Но, к сожалению, конечно, со школьниками мы не работаем. У нас к нам приходят в основном молодые ученые, аспиранты, студенты, сотрудники. Вот, но школьники – это, конечно, наши будущие абитуриенты, да, вот поэтому мы с удовольствием ходим, там, читаем иногда лекции, отправляем наших ученых, исследователей читать лекции, принимаем участие на конференциях, форумах, где школьники тоже выступают со своими проектами. Все-таки они в будущем к нам, если придут, если есть намерение продолжать свои проекты, да, то у нас они получают, ну, в первую очередь, конечно, это вот, как Петр Афанасьевич ответил, да, вот это почему вот проекты должны вот сосредотачиваться вокруг университета, экспертная оценка. Экспертная оценка, экспертное сопровождение – это первое. Второе – это лабораторные испытания. Лабораторные испытания своих идей, да, вот это апробация научная, да, вот что, в принципе, сейчас университет может себе позволить, да, и может предоставить молодым проектантам, да, ну и дальше они там идут в бизнес-инкубаторы, в технопарки и так далее. Ну, вот кратко так. Мгм. Замечательно. Я вот вспомнил как раз, да, так сказать, что было это давно, год 1982, это год принятия продовольственной программы. Это такая большая была тема в нашей стране, да, ее принимали, и одновременно, значит, меня вот поразила такая информация, что в Якутском государственном университете открыли малую медицинскую академию. Да, и, значит, приглашали детей принять участие в работе этой академии. Она, мне кажется, уже существует, да, и, соответственно, школьники могут принять участие, стать членами малой медицинской академии, да, и потом уже определить свой, как говорится, путь в эту очень интересную и увлекательную область, потому что медицина – это не только обычно, да, вот врачи, да, так сказать, хирурги и прочее, это еще и ученые, которые занимаются разными направлениями, да, как вот в вашем случае регенеративная, да, так сказать, тканевая медицина или медицина, которая занимается именно культивированием, да, клеток и прочее. Как трудно, вот как вы думаете, да, так сказать, реально ли возможно создать действующую ткань, да, так сказать? Вот, например, мы знаем, что печень может регенерировать, да, вы возьмете кусок печени, он может увеличиваться, да, в размерах, восстановиться. Естественно, это самый такой, как говорят, резилиент, да, так сказать, такой очень самый, наверное, удивительный орган, да, в теле человека. Скажите, пожалуйста, вот реально, да, так сказать, создать все это искусственно можно или нет? Так, ну, искусственные органы, ну, сейчас те искусственные так называемые, да, органы, которые, в принципе,
существуют, функционируют или, может быть, даже используются, они гибридные, то есть они не совсем полностью состоят из живых клеток, да, может быть, там часть из них там механизирована, да, вот. Но искусственные органы сейчас, ну, создаются, насколько я знаю, по двум направлениям. Первое – это 3D-биопринтинг, да, но, ну, лично мое, но я могу, конечно, ошибаться, да, я немножко скептически отношусь к 3D-биопринтингу, да, вот. А вот второе направление более перспективное – это ну, извлечение органов на этапе вот таких вот зачатков. Сначала, вот как я отметил, да, вот с момента оплодотворения яйцеклетки, да, ну, формируется зародыш, эмбрион. И в лабораторных условиях путем репрограммирования клеток можно получить этот эмбрион. Эмбрион. Соответственно, эмбрион состоит из органов, да, своих собственных, если эмбрион получен из своей ткани, например, да. Вот, и оттуда можно выделить, изолировать тот орган, который нужен в определенных условиях, специальных условиях под воздействием там, сигнальных факторов, там, специальной среды, там, в специальных инкубаторах, биореакторах. Этот орган, ну, может быть, там вырастает, увеличивается в размерах, да, и это называется эмбриоидное тело, да, вот как раз кстати, вот в той же презентации у меня были парочка фотографий этих эмбриоидных телец. Да? Можем ли мы посмотреть эту презентацию сейчас? Да? Да нет, в принципе, в интернете этих информации полно, в принципе, дети могут погуглить, да, эмбриоидные тела, вот, это достаточно интересное направление, да, вот, откуда, ну, сейчас полноценный орган, ну, я на самом деле давно не наблюдал, не мониторил, да, но, может быть, сейчас достигли, да, но год назад информация была такова, что пока таких вот жизнеспособных органов по такой технологии еще не было, когда как 3D-биопринтинг немножко опережал. Да, вот. Ну, это вот по части искусственных органов и тканей, да, вот. Ну, конечно, все клетки, извлеченные отдельно, да, если речь идет об выращивании, культивировании клеток, да, стоит отметить, что в любом случае большинство неинфекционных болезней, да, они так или иначе напрямую связаны с ну, количественным дефицитом, можно так сказать, да, там, ну, патогномоничным компонентом является дефицит клеток, вот, ну, грубо говоря, допустим, инфаркт миокарда, что происходит, да, вот, ну, омертвевание части там сердечной ткани, да, мышечной, кардиомиоцитов, вот, сахарный диабет, да, вот, бета-клетки Лангерганса, да, вот островков поджелудочной железы. Вот. Там, ну, какие еще болезни есть? Инсульт, например, да, вот, да, инсульты, да, вот там и геморрагические, и ишемические приводят к гибели нейроцитов, да, вот. Так или иначе гибнут клетки, и это все нужно восполнять. Вот. И вот специалисты в области регенеративной медицины, собственно, занимаются именно этим. Выращивают, культивируют клетки, и просто занимаются имплантацией в ту часть, которая вот в этом нуждается. И вот хотел еще один вопрос задать. Так Мгм. сказать. Вы сказали, что изучаете клетки очень пожилых людей, да, так сказать, и смотрите, как они делятся, я так понимаю, до 95-летних и прочее. Мгм. Как-то я был в Южной Корее и познакомился с одним медицинским кудесником, по профессором или доктором Хваном, да, который значит, занимался клонированием собачек, да, и это все достижение было довольно, значит, прибыльным мероприятием, ну и является прибыльным, потому что каждое клонирование стоило 100 тысяч американских долларов или даже больше. И когда, значит, бедное животное умирало, значит, вылетала группа докторов профессора Хвана в Америку, например, допустим, оттуда большинство клиентов, да, и они выскребали какие-то клетки, да, кожи, да, из кожи оттуда вот этой собачонки, и привозили ее в замороженном виде в Корею,
в Сеул. И там, значит, они просто вживляли то, что есть целую клетку в определенную яйцеклетку, потом ее размещали, значит, в эту самку, собачку, да, так сказать, и выходили так называемые клоны этих собачек. Да. Чем старше была собачка, выходили такие собачонки, которые всякими разными болезнями, да, болели и прочее. Да. Некоторые были уже слепые, там, прочее, да, так сказать. Ну, значит, немножко продлевали жизнь, получается, изначальному образцу. Скажите, пожалуйста, вот что происходит, да, так сказать, с возрастом, с клетками человека? Вот 95-летний человек, да, так сказать, его клетки, как они сравниваются с клетками 18-летних людей, например? Ну, вообще, конечно, да, с возрастом, по мере деления клеток, ну, может быть, даже не с возрастом, есть же так называемый лимит Хайфлика, да, вот это индекс, обозначающий, да, определяющий количество деления клетки, да, клеток одного происхождения, да, и по мере деления что при этом происходит, да, вот, ну, деление, собственно, генетического аппарата, да, вот, и это довольно сложный механизм, при котором, конечно, могут происходить, ну, какие-то там дефекты, неправильное считывание, да, вот, может быть, результат именно в этом. Мгм. Да. Да. Вот. И сейчас у меня тоже очень хочу вам представить своего друга замечательного Владислава Алексеева, который у нас является одним из пионеров области биотехнологии. Он реально создал компанию, которая работает, которая занимается очень интересной темой, как раз выращиванием разных клеток, культивированием. И я очень благодарен тому, что вот он всегда помогает Малой академии наук. Благодаря вам у нас вот много было интересных ребят, которые смогли узнать много, да, и буквально даже один из них, значит, Маслов у нас, да, так сказать, тоже Владислав, который представлял свою работу, будучи у вас, значит, стажером, да, или, скажем так, юным исследователем, который работал и под вашим руководством, сделал интересную работу, которую он показал в Тайване, в Сингапуре. Значит, Малая академия наук вот как раз занимается тем, что отправляет на участие наших ребят со своими проектами в очень интересные международные форумы. И хотел бы узнать, да, так сказать, вы уже сейчас активно работаете с юными исследователями, да, так сказать, вот как им можно войти в эту отрасль, да, так сказать, науки? Что для этого надо сделать? Потому что надо же заниматься наукой, я думаю, чтобы быть успешным в довольно раннем возрасте, чтобы понять это. Как это может произойти, да, так сказать, пожалуйста, расскажите об этом. Спасибо, Василий Климович. Я хотел бы немножко уточнить, какой у нас сейчас контингент аудитории, сколько им примерно. Понятно. На самом-то деле мы это делаем для преподавателей, в основном, которые будут работать или работают с юными исследователями, которые помогают им, поэтому оно называется для регионального отделения Малой академии наук. Мы делаем вот такие рассказы о интересных отраслях науки, в котором ребята могут заниматься, да, так сказать. Ну, естественно, у нас смотрят еще и сами как раз клиенты нашей организации, да, так сказать, юные исследователи, которые на данный момент учатся в школе, да, являются там обучающимися в определенных там классах. Да. Ясно. Вот коллеги уже много чего сказали интересного, да. Я сам по образованию биолог, то есть, ну, несмотря на то, что это медицинский ивент, да, но тем не менее это все равно связано. Также, как и вот коллега Иван Петрович, я в свое время заинтересовался регенеративной медициной, но уже с аспекта, с точки зрения биолога, да, потому что в природе мы часто наблюдаем такие процессы у некоторых животных, когда они могут восстанавливать какие-то утраченные органы, поврежденные ткани и так далее. Вот. Это говорит нам о том, что, в принципе, мы, как биологическая система, можем то же самое, да, только надо где-то что-то подкрутить, что-то отправить, где-то помочь, да, и, в принципе, в теории это можно осуществить. Что касается вашего вопроса, я думаю, что, во-первых, у человека должна быть мотивация заниматься наукой, ему должно быть это интересно. Сейчас у нас создано несколько инфраструктур, которые помогают детям
в этом, да. Несмотря на то, что биотехнология – это как бы тяжелая вещь, это не IT, где каждый, сидя за компьютером, может что-то сделать, да. Но у нас уже начинают появляться некоторые площадки, где можно поэкспериментировать. Например, я, как заведующий биотехнологической лабораторией технопарка, тоже активно работаю с студентами, магистрантами, школьниками. Вот, и уже несколько поколений даже студентов выпустилось у нас. Вот, активно проводим различные мероприятия, которые посвящают детей не только в исследования, но и как то есть продвигать свой проект. То есть важно не только его как бы знать научную составляющую, да, у нас особенно любят акцентироваться на научной части и забывая полностью о другой составляющей, это куда дальше пойдет проект, да, либо это фундаментальное исследование, либо это коммерциализируемое какое-то исследование. Поэтому для прояснения таких вещей мы проводим мероприятия различного плана, это биохакатоны, какие-то lab skills, предакселераторы и тому подобное, да, для просвещения, для продвижения биотехнологии в республике. Вот, как мне известно, у Малой академии сейчас строится новый корпус, где будет тоже площадка лабораторная, где можно будет детям участвовать в исследованиях, проводимых в нашей республике, да, совместно с учеными, какими-то компаниями и так далее. Вот, что еще добавить? Вот касательно вот вопроса я хотел добавить еще что происходит с клетками, да, по мере старения. Ну, во-первых, все знают, наверное, что сокращаются теломеры, да, то есть кусочки хромосом с каждым делением становятся меньше. Некоторые гены, которые участвуют в поддержании клетки, да, то есть физиологии клетки, в работоспособности, они тоже начинают не так экспрессироваться. То есть паттерн экспрессии меняется, метилирование ДНК, ацетилирование гистонов, это все меняется. То есть это все приводит к каким-то нарушениям жизнедеятельности клетки. И еще вот как коллега заметил, то, что у нас в голове еще происходят какие-то... То есть мы сами себя иногда программируем на раннюю смерть. То есть теоретически, да, мы, если бы 80 лет мы считали, да, это просто такой подростковый возраст для нас, мы бы в теории могли жить гораздо дольше, потому что психосоматика, она реально, да, то есть процессы вот эти вот нервные сигналы, они идут уже, и нервные импульсы, которые мы сами генерируем, они превращаются в химические реакции уже, и они уже действуют там внутри клетки, разрушают там и так далее. То есть это все реально. И еще хочу заметить, что наши методы сейчас, наши методы регенеративной медицины, да, которые мы только начинаем понимать, наши методы очень грубые. Вот когда мы говорили о 3D-печати, это все равно, что пытаться, не знаю, построить здание такое гигантское, да, многоэтажное, просто кидая бетон вот так вот, бросая в рандомном порядке, да, и пытаться... Да, как показывает практика, вырастить искусственный орган вне организма нереально. Есть какая-то другая составляющая, которая составляет клетки в 3D собираться именно так, как надо. То есть мы ее воспроизвести пока не можем никак. Да, пожалуйста. Комментарий к старению. Тема интересует, потому что старею, Да. тоже старею, поэтому на самом деле, насколько, например, в принципе это уже понятно уже становится, быстро стареет и быстро умирает организм, который очень-очень, когда упрощаются как мыслительные процессы. Потому что вот если посмотреть на всех вот таких вот старожилов, таких, которые до последнего мощно работали там и так далее, это в основном люди умственного труда. Как только человек перестает что-то делать, как только это не означает, что он должен быть профессором или ученым. Он может быть, скажем, охотником кадровым в лесу, но у него умственные процессы должны работать постоянно. Он, например, думает, как там на следующий год плашки поставить там на соболе и так далее. Как только он замыкается и у него превращается только покушать, поспать и так далее, это люди долго не живут. Это очень ярко видно, когда люди уходят на пенсию. То есть они занимались однообразным трудом ежедневно, например, кассир там, или там на вахте сидел там, да?
уходит на пенсию, сидит дома и ничего не делает. Умственного труда нет вообще. Максимум 3-4 года, 5, может. И все. И потом начинается все. Болезни, там, то есть инсульты какие-то ловят. Как бы он там не старался, там, здоровьем не занимался, там, не бегал по утрам, никакого такого, скажем так, нет. Это, как, в принципе, уже очень много трудов по этому поводу. Ну, яркий пример Уинстон Черчилль, да? Человек, который каждый день, извините, пил бренди, курил кучу сигар, да? У него настолько жесткий умственный труд, что у него разваленное тело было еще 26 лет, да, скажем так. Поэтому вот такой комментарий. Можно вспомнить Гладстона, который был очень известным политиком в Англии, да, ну, как говорили его, дровосеком, да, кстати, он очень долго там, да, до очень-очень преклонного возраста был лидером и оппозиции, и правящей партии и прочее, да, что самое удивительное. Но хотел вот как раз по поводу, да, так сказать, этих вопросов, да, так сказать, вспомнить еще один момент, да, так сказать, когда я, значит, помню 80-е годы, значит, впервые там ступил за порог, значит, биологического факультета МГУ, значит, там была такая звезда научная, да, так сказать, профессор Скулачев, который делал, ну, я так понимаю, одну клетку, да, так сказать, и пытался, значит, ее искусственно создать, да, так сказать. Ну, это я очень утрированно говорю, да, так сказать, буквально. Но сейчас, значит, люди создали огромное количество, ну, уже смогли сделать так, чтобы сами клетки работали для человека, да, буквально используя там огромное количество Escherichia coli, да, так сказать, со всеми измененными туда геномом, там прочее, да, так сказать, выращивать все, что можно буквально сейчас, да, так сказать, человек, то есть он уже проник во все эти механизмы работы за всеми этими клетками, огромные там биотехнологические компании работают с этим, да, так сказать, то есть концепция одной клетки, она просто вот ушла, да, так сказать, ну, но хотя на самом-то деле этот вопрос интересный и, видимо, еще и продолжается, потому что профессор Скулачев до сих пор работает в этом направлении, да, так сказать, и притом очень успешно. Но сразу вот вопрос такой, да, так сказать, мы сказали, что действительно мы что-то бросаем там, да, пытаемся рандомно что-то построить, да, так сказать, буквально вот эти, значит, ткани, как на самом-то деле может быть от природы сделано очень красивым таким зданием, да, так сказать, и думаем, вот мы что-то пытаемся из этого сделать, построить и прочее. И вы сказали еще одну вещь, да, так сказать, что есть психосоматические, да, так сказать, какие-то факторы и прочее. И получается, что на самом-то деле там гораздо больше чего-то, что мы не знаем. Можно ли, вот некоторые люди могут просто представить, да, так сказать, это чисто электрические какие-то сигналы. Они идут по мозгу, там, да, так сказать, что-то на что-то влияет. Может быть, объяснение простое. Или все-таки это сложно понять? Это очень сложно. Это не просто, вот если мы говорим только о нервных клетках, импульсах, да, это не просто прохождение электрического сигнала, так? Ну, во-первых, сейчас новое понятие целое ввели, называемое биоэлектрон. То есть это совокупность всех электрических зарядов в каждой клетке, как они взаимодействуют с друг другом, да? Это повторить очень сложно. Это каждый натрий калиевый насос, там, эти каналы, вот это все, разность потенциалов между конкретными клетками, да. Плюс тут же можно привести пример памяти воды, например, тоже. Хотя ее считают это что-то псевдонаучное, так, а на самом деле есть кластеры, которые, то есть вода образует не постоянные структуры. То есть они очень различные. Бывают димеры просто, H2O, да, 2 молекулы. Бывают шарообразные кластеры. И вот они при растворении каких-то веществ, они образуют такие вот сферы вокруг них, да, и они тоже как-то участвуют в этом. Очень сложно. Есть понятие души даже. Ну, мы туда не будем углубляться. Да, очень много факторов, да, которые составляющих всего живого, то есть то, что называется жизнь, да, когда вот происходит именно, когда клетку можно считать живым организмом отдельным, да, когда она какого этапа, вот зигота, например, да, когда дробится, на каком этапе туда заселяется душа, и она становится индивидуальным организмом. Вот именно Ну, вопрос. Ну, тут сложно ответить наверняка, живой, не живой. Но он ведет себя как живой, он как бы
можно считать, что это прионы – это вирусы, которые пошли Еще, да. да, путем дегенерации, но в Да, то да. же время весьма успешные. То есть это какие-то полипептиды, которые Мгм. могут просто полимеризоваться внутри клетки и разрушать ее функцию. Ну, это же феноменально, же, да, так сказать, потому что когда мы все время пытались, да, найти ответ, как возникла жизнь, да, так сказать, и были очень простые эксперименты. Я помню, как очень хорошо профессор Апарин, да, так сказать, такой был, который говорил, да, так сказать, можно что-то смешать, там немножко электрических сигналов, немножко, значит, этого вспышки молнии, да, так сказать, и возникнет сама вот эта структура, да, так сказать. Вы в это как относитесь к этому, да, самоорганизации жизни? Да, вот. Нет, у меня тут не работает. Ну, я, конечно, не занимаюсь клеточными технологиями и не понимаю некоторых, точнее, большинства моментов, абсолютно большинства моментов, как там происходит. Но о смысле жизни много-много задумывался и много слушал лекции. Например, вот с Стэнфордского университета слушал недавно очень такая классная лекция про бозон Хиггса. То есть в чем суть там, почему так случилось, да, почему физики в тот момент они вот вышли на этот, почему вот этот знаменитый наш этот, как называется, это, коллайдер, большой адронный коллайдер, и что в этом коллайдере делали. И там очень классная такая лекция, там рассказывается, ну, я не помню, как его зовут, профессор, он так классно рассказывал скажем, на примере шляпы, да, то есть мы же там представление, то, что вот материя – это некий график, да, там энергия, масса, ну, там рисует вот такую вот вещь, да, а на самом деле это не так. В природе это как шляпа, то есть есть центр, есть края, и когда энергия может в одной точке в одно и то же время быть, да, то есть они на этом адронном коллайдере смогли доказать, что определенная частичка была в одно и то же время в совершенно разных местах. То есть искривление пространства, времени. Ну, очень трудно для понимания, но он так классно это все рассказывает. Это можно найти в YouTube, абсолютно можно послушать. И это не такая занудная, тяжелая лекция там про конкретные физические величины. Она такая очень такая для обычного человека очень быстро человек понимает, что происходит. И вопросов стало еще больше, вместо того, чтобы на вопрос какой-то ответить. И когда понимаешь, что это настолько сложное, скажем так, даже не трехмерное, да, там, пространство, как оно работает, то, к сожалению, тут вода с какими-то органическими клетками, не с органическими клетками, а вода с какими-то веществами, в которую бьет молния, но это, как ты сказал, это рандомно кидать цемент и получить как бы что-то, это нереально. Я в то же время, да, немножко, ну, не то, что не соглашусь, но немножко скорректирую, возможно. Вообще во Вселенной нет хаоса. Она вся структурирована. И есть общее правило какое-то во всей Вселенной. Да, к стремиться к организации. порядку. Да. Ну, не то, что к порядку, даже к какому-то определенному состоянию все стремится, да? Нет, не совсем. И даже эволюция, она не рандомна, не хаотична, она всегда направлена. И все наши как бы составляющие организма нашего, они идеальны, они никак по-другому. То есть, да, какое-то состояние минимальной энергии, не знаю, там, правило золотого сечения, возможно. Но какой-то закон есть, который соблюдается. Это мы пытаемся рандомно делать, а природа рандомно никогда не делает. Ну, сейчас квантовая физика остановилась на том, что материи нет, есть только энергия. Мы все являемся энергией, да, вот Да. весь мир. Мы же всегда как бы у нас атеистическое начало, особенно Советского Союза, в жестком стиле говорили, что четкий атеизм. Вот квантовая физика сейчас говорит, что это не так. Что вы имеете в виду под словом материя? Да? Это некая масса, которая в пространственном соотношении в настоящий момент находится здесь, но по их исчислениям это не так. Это некая энергия проходит в определенной точке, в определенном пространстве, определенный путь и создает определенную массу. То есть можно в любую сторону это крутить. И тогда получается все возможно.
скажем, наши предки были, возможно, они, конечно, как очень, Может быть, началом является энергия, то есть началом может, жизни. началом, да, Началом является. жизни, да, энергия. Может быть, даже в этом есть какой-то предполагающий Мы это порядок. не узнаем. А если узнаем, то Да. уйдем. Ну вот очень интересно, действительно, сейчас, ребята, у вас есть огромное количество возможностей, да, вы можете просто зайти, посмотреть YouTube, да, и послушать удивительные лекции, и вы знаете, что в мире природа не разделила науку по частям, да, так сказать, вот, что здесь только математика или медицина и прочее, а в мире все взаимосвязано и смешано, да, и нету в природе реальной, например, только химии или только физики. Все это, как говорится, создали люди просто для того, чтобы им было удобно классифицировать, да, удобно запоминать, удобно работать с этим. На самом-то деле мы работаем или встречаем всегда вот такой природный феномен, который является абсолютно смешением всех наших понятий, да, кстати, и в этом мы работаем действительно и узнаем что-то. И вопрос такой, да, кстати, вот сейчас буквально мы живем в эпоху огромных там прорывов в области генетической медицины, да, геномных, значит, процессов, которые мы можем сейчас, кажется, да, управлять и прочее. И сейчас, например, многие страны создают огромные геномные библиотеки, да, так сказать, своих жителей, там пытаются и ищут маленькие там изменения разные, которые имеются в определенном геноме и прочее, да, так сказать. И как вы думаете, да, так сказать, насколько быстро или скоро, да, так сказать, будут такие генетические паспорта у людей, да, так сказать, могут ли они определять нашу возможность, например, получения страховки или ипотеки и прочее? Ну, криохранилища это сейчас уже создаются, такие персонифицированные банки, да, и в России есть крупнейшая организация, это, как она называлась, Гемобанк, да, вот частная организация, они такие вот в нескольких городах существуют. С момента рождения ребенка они забирают стволовые клетки пуповины, да, вот, ну и не только там фракция клеток, да, вот, и их замораживают, вот, и хранятся эти клетки на несколько лет, вот, и в дальнейшем используются как персонифицированно по мере до востребования, да, так и в научных целях, там исследования различные проводятся, вот, и что касается генетической паспортизации, ну вот как Владислав отметил, вот роль не только генов, да, вот это здесь вот комплексно все комплексно, аж до, если вот у нас растворитель, так вода, да, вот кластеризируется, и это тоже играет роль в формировании информации, да, биологической, да, вот то тут я даже не знаю, как это все использовать. Ну, мы когда помним, да, кстати, вот во времена, когда Watson and Crick, да, вот только что открыли, потом, значит, сангеровская тема, значит, когда мы пытались там расшифровать, да, так сказать, вот как все это встроено, да, и прочее. Потом возникли вертеровские темы, да, огромная куча разных механизмов, которые и методик, которые сделали этот процесс невероятно дешевым, да, и быстрым. И сейчас созданы буквально огромные города даже, да, где вот по миллиону жителей, которые только занимаются расшифрованием человеческого генома. Это такие компании, да, уже существуют. И сейчас вот, например, полная расшифровка может стоить там, допустим, в пределах 100, да, так сказать, скажем, долларов и прочее, да, так сказать, по себестоимости. Это же говорит о том, что каждый ребенок может буквально иметь свое собственное, если родители там разрешат и прочее, да, так сказать, фактически весь анализ его генома и прочее. Да? Кстати, таким образом можно же предугадать, как это все происходит, да? Кстати, какие возможности есть по его развитию, да? Кстати, могут ли возникнуть определенные там болезни и так далее. Ну, смотрите, сейчас расшифровка, то есть секвенирование – это просто как бы перевод молекулярного кода в буквенный код, да? И мы только-только начинаем понимать, как вот эти буквы, они влияют на твою судьбу, твое здоровье, да? И это просто методом каких-то сравнений, там, да, там точечная мутация здесь, например, приводит к такому-то заболеванию, окей, точечная мутация здесь приводит к такому-то заболеванию, но их сколько там, миллиардов этих знаков, да? Как они между собой взаимодействуют, как они комбинируются, как
как сюда вообще переплести эпигенетику саму, да, то есть это, окей, генетика это одно, эпигенетика это совсем другое, уже как уровнем выше, она не учитывается, но мы только на начальном пути совсем, понимание к расшифровке, реальной расшифровке генома, то есть функциональной, а не просто буквенной. Буквенная она ничего не значит. Ну, давай. Возможно, меня сочтут, как сказать, Ну, на самом деле, не знаю, почему-то в последнее время я уже как бы уверен в этом. Просто как бы из знания истории, да, вот. Смотрите, человечество, например, вот, ну, давайте возьмем такой период, когда оно начало прямо ходить. Да, вот, начало прямо ходить и пользоваться орудиями труда какими-то. Несколько тысячелетий оно стоит на одном месте, ходит, кушает, там, бьет камнями животных, там еще что-то дальше. Потом происходит некая революция. Некая революция в виде того, что они начинают что-то сажать. Да? То есть они от голода спасаются. Да? Появляются оседлые города. Бурный, буквально за там, 300-400 лет возникают такие жесточайшие, так сказать, цивилизационные такие, просто геометрической прогрессии какие-то моменты. Да? То есть настолько высоко, что там демократия появляется, там еще что-то там, ну, вот вообще сложные такие взаимоотношения. Потом опять плато, да, или плато, висят, успокоились. Тысячи лет люди никак не меняются. Лук, стрелы, меч, да, там, друг друга убивают, там, живут там, и так далее. Приходит технологическая революция вторая. Механизмы. Что происходит? Тысячи лет люди сидели, и потом резко опять, буквально за 100 лет мир поменялся вообще в другую сторону. И все забыли, как эти попытки технологии поиска генома, ну, это я так, они забыли, они перешли на другой уровень. На том уровне они не смогли все познать. Они познавали. Произошла революция, они перепрыгнули. То, что пытались познать, они забыли. Перешли на механическую часть. Да? Произошла четвертая технологическая революция, цифровизация, когда все в цифру перешло, когда начали уметь кодировать. Представляете, мы прошли сейчас за 30 лет несколько тысячелетий. Это уже там вообще везде. Никто еще не понял, как так произошло. И почему вот мы сейчас сидим, разговариваем, технологии так пошли. Представьте, 1980 год. Все страны мира были одинаковыми. Они были все механическими. Да, там они изучали аналоги, да, аналоговый мир, они изучали там, где уголь, где там что, там какой-то корабль быстрее, какой-то медленнее, там, и так далее, и так далее. Там, доменная печь в Америке чуть больше работает, там меньше работает. Произошла революция, 30 лет, и мир изменился вообще в другую сторону. Кто сейчас считает, сколько нужно там, скажем, угля, чтобы получить столько-то джоулей на цилиндр, толкающий двигатель? Никто не считает, все забыли. Правильно? Сейчас произойдет пятая, по-моему, или четвертая технологическая революция, и сбудется моя мечта, мы вообще перейдем в цифровой мир полностью. Мы забудем, что физические тела. Вот когда мы забудем физические тела, мы не будем уже думать, считать ли нам геном, нужно ли его секвенировать. Как ты себе представляешь это цифровое существование? То есть потеряется такое, как чувство боли, усталости, там, настроение, например, да, уже полностью пропадет. Все перейдет не в этот код. То есть, а что останется от человека? Что не перейдет не в Python, короче, не в этот код C++, а все перейдет в другой код, который изобретут, уже близко к этому, уже совершенно близко. Тот же Blueprint, он уже очень близок к этому. То тогда все будет, и генетика тогда, которую вы пытаетесь оцифровать, вот реально даст возможность, скажем, генетически развить, но в цифровом поле. Ну, посмотрим. А вы? Ну, я считаю, что мы еще технологически не готовы к этому переходу, потому что... А когда были готовы? Такой, Мы сегодня готовы перейти из луков, стрел на... Совершенно верно, да?
Да, согласен, да, потому что, как говорится, ну, каменный век-то не закончится, потому что закончились да. камни, да, так сказать, что-то случилось другое буквально, да, так сказать. Я помню очень хорошо, как я был, значит, пущен, да, так сказать, и работал с каким-то аппаратом, который назывался ЭВМ. Да, так сказать, и это было замечательное такое событие, да, так сказать, в моей жизни, когда мы использовали перфокарты, да, так сказать, и это огромный аппарат, который занимал несколько комнат, долго там, значит, производил какие-то механические звуки и прочее, потом выбрасывал прямо струю бумаги, да, так сказать, и там было что-то написано. И все лето там проводили в исследованиях, работая там, и в самом конце выясняется, да, что прошло всего-то буквально 30 или больше лет, да, так сказать, и все это оказывается настолько меньше минуты, да, так сказать, вся эта деятельность, которая была проведена то лето, да, и это можно сделать на вашем простом, очень, как говорят, не очень умном, значит, телефоне, да, так сказать, все эти исследования. И когда огромные пространства, которые были заняты там телефонными аппаратами и прочее, да, так сказать, они стали абсолютно не нужны, да, так сказать, когда все это превратилось в маленькие чипы, да, так сказать, где на маленьком кончике иголочки, да, так сказать, как это говорят, на верхушке этой, да, размещается все то, что занимало огромное пространство. И сейчас же у нас еще и искусственный интеллект, машинное обучение, да, все то, что, например, позволило программе AlphaGo победить там самого лучшего, значит, игрока в Go в мире, да, потому что эта программа научилась сама еще с нуля, она даже не знала ничего, уже туда не вносили там тысячи и тысячи разных комбинаций, да, считая там миллиарды комбинаций. Она научилась просто с маленьких шагов. И буквально это же может просто сейчас взять и выстроить там всю, как говорится, разнообразие вот этого генетического анализа, который мы пытаемся сделать, превратить ее в простой математический анализ. Еще использование сейчас квантовых компьютеров, да, кстати, люди же уже перешли там в кубиты, да, кстати, и прочее. И мы уже думаем, да, так сказать, что идет уже, как это говорят, квантовое превосходство, да, в некоторых определенных странах. Ну, они только разрабатывают, сам квантовый компьютер еще ничего не читает, ну, не используется. Все не читают, все не читают. Да, и знаете, есть такая вот организация, то ли 23 или 46, да, кстати, я не знаю, это из какой-то вот сказки, которая была написана, да, кстати, в свое время там называется «Гид путешествия по галактике», да, кстати, когда там рассказ был, да, про огромный компьютер, который долго считал смысл жизни, а потом он взял и говорит, да, 46, например, да, и сейчас люди там, дети сидят, и у них 23, это какая-то там школа, да, есть вот для программирования. Автостопом по галактике, по-моему, Да, назывался. автостопом по галактике. Адамс или как там его звали, этого интересного человека. Ну, Да. то есть, возможно, да, так сказать, мы действительно еще не готовы, да, так сказать, ну, наши тела-то и наши мысли, да, так сказать, сохранились еще в том, потому что я еще помню, как вот не было телевизора и было только одно радио, да, так сказать, ну, как вы тоже помните это. Я абсолютно уверен, что это просто скафандр, которым я нахожусь. Как бы не знаю. Интересно. Поэтому, ребята, Просто интеграция с машинами – это, конечно, будущее, она будет когда-либо, но пока что сейчас мы на раннем этапе только исследований в этом направлении. хорошо. Тот же нейролинк, например, да, первые такие. Петр перейдет в такое состояние, не дай бог, коротнет там. Обязательно, как Да. только доведем до ума нашего вот этого, поднимем денег, что делается. Нет, я на полном серьезе говорю, им однозначно, я лично однозначно посвящу остаток своей жизни именно этому. Замечательно. И вот, как говорят наши английские друзья, да, так сказать, mark my words, да, так сказать. То есть сегодня это точка такая отсчета, да, так сказать, которая нам позволит, ну, это будет записано и представлено на YouTube, да, так сказать, соответственно, мы можем, или другие люди, да, так сказать, посмотрят и скажут, кто был прав, да, так сказать, определенно через некоторое время, если будут существовать такие сервисы, как YouTube, или они там будут в каком-то другом формате сохранены, да, так сказать. Поэтому очень сегодня
у нас интересный был разговор о будущем медицины, потому что будущее медицины – это фактически наше будущее, да, будущее нашей цивилизации, да, так сказать, будущее всех технологических прорывов, которые идут. И ребята, которые будут в дальнейшем заниматься этим направлением, они могут быть совершенно из различных отраслей. Да, могут заниматься физикой, да, так сказать, химией, математикой и всем прочим, и биологией. И, соответственно, значит, у них будет возможность изучать медицину будущего. Да? И я очень вас благодарю, что пришли сегодня, да, поболтали об этом, да, так сказать, рассказали немножко. И, ребята, пожалуйста, занимайтесь тем, что вас интересует, изучайте YouTube, да, так сказать, Википедию и прочие разные интересные вещи, которые есть, да, так сказать, много читайте, но, соответственно, значит, вспомните еще и историю, да, так сказать, и, как говорится, mark my words, да, так сказать, и все. Спасибо большое, да, благодарю. Всем пока. Ну, болезни, тут появятся другие болезни.